Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане идет регистрация на участие в Международном строительном форуме. В Мары и Ашхабаде пройдут Дни культуры Армении. Обсуждено открытие филиала американского вуза в Туркменистане и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о создании Организационного комитета по подготовке национальных сборных команд к 34-м летним Олимпийским и 18-м летним Паралимпийским играм, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. Это решение направлено на обеспечение участия туркменских спортсменов в предстоящих играх и укрепление позиций страны на международной спортивной арене. В Ашхабаде с 3 по 5 ноября будет проходить международная конференция и выставка «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана». Мероприятие приурочено к широко отмечаемому в стране Дню работников строительного и промышленного комплекса. Участие в форуме позволит делегатам лучше понять инвестиционные возможности в ключевых секторах экономики Туркменистана, а также обсудить перспективы долгосрочного сотрудничества. Культурная программа октября в Туркменистане насыщена интересными событиями международного уровня. Так, с 15 по 17 октября в Ашхабаде пройдут Дни культуры Российской Федерации. С 18 по 20 октября Ашхабад принимает второй театральный фестиваль стран-членов Международной организации тюркской культуры. С 27 по 29 октября в Ашхабаде и Мары будут проходить мероприятия в рамках Дней культуры Республики Армения в Туркменистане. В городе Кент, штат Огайо, состоялась встреча между ректором Государственного университета Кент Тодом Дьяконом и делегацией из Туркменистана во главе с заместителем министра образования Азатом Атаевым. Ключевым событием стало подписание 3 меморандумов о взаимопонимании между Государственным университетом Кент и туркменскими вузами, Международным университетом гуманитарных наук и развития, Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Туркменским государственным институтом архитектуры и строительства. Стороны обсудили возможность открытия филиала Государственного университета Кент в Туркменистане. В Государственной академии художеств Туркменистана состоялся творческий совет, посвященный герою Туркменистана, почетному старейшине Туркменистана, двукратному лауреату международной премии имени Махтум Кули, народному художнику, мастеру-скульптору Сарахту Бабаеву. Преподаватели и студенты Государственной академии художеств Туркменистана от всей души поздравили скульптора с присвоением ему звания Герой Туркменистана и вручением ему медали «Золотой полумесяц». Министры иностранных дел Туркменистана и Никарагуа провели встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН. Рашид Мередов и Вальдрак Людвиг Витакер обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политическое взаимодействие, экономические связи и культурный обмен. Звезда 90-х, певица Гвен Стефани, празднует свой 55-й день рождения. Ее карьера началась в 90-х годах, когда песня «Don't Speak» неожиданно стала хитом. Выросшая в Калифорнии, в многодетной семье среднего достатка, Гвен с детства увлекалась пением. В 2004 году Стефани начала сольную карьеру. Эксперт ВОЗ выступила с инициативой введения ограничений на использование смартфонов детьми и подростками, сравнивая эти меры с борьбой против курения. Спикер подчеркнула необходимость регулирования доступа к цифровым устройствам для защиты психического здоровья молодого поколения. Наташа Азапарди-Мускат предложила рассмотреть возможность ограничения использования цифровых устройств в определенных местах, проводя параллель с запретом на курение в общественных пространствах. Она также упомянула о потенциальном введении возрастных ограничений и контроля над ценами, аналогично мерам, применяемым в отношении табачных изделий. Алты-Насыр потерпел поражение от бахрейнской команды Аль-Халдия со счетом 0-1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов АФК-2. Единственный гол в игре был забит на 4-й добавленной минуте первого тайма. Форвард гостей Усама Белатречи оказался в нужном месте в нужное время, отправив мяч в сетку ворот хозяев. Этот гол стал решающим в матче, несмотря на все усилия туркменской команды во втором тайме. Главный тренер Алты-Насыра Яскули Ходжагельдиев после матча не скрывал разочарования. «Я считаю, что мы минимум 1 очко сегодня заслужили, но это футбол, так бывает. Немного везения, я думаю, не хватало». На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.